Сегодняшняя наша лекция касается Чечни и чеченского фольклора. Вы знаете, что чеченцы являются нашими непосредственными соседями. Чечня соседствует с Грузией на северо-востоке. Чеченцы – это один из самых многочисленных народов на Северном Кавказе. Как было выявлено, подтверждается не одна параллель между грузинским и чеченским фольклорами почти во всех жанрах. В первую очередь, давайте поговорим о том, чем была обусловлена такая близость между фольклорными творчествами двух народов – чеченцев и грузин. Чем объясняется сходство этих деталей? В первую очередь, это объясняется соседством. Я хочу сказать, что Кавказский хребет никогда не был глухой стеной между Северным и Южным Кавказом. И естественно, что с незапамятных времен происходил обмен культурными ценностями, и соседние народы всегда были открыты для принятия этих культурных ценностей. Так же было и в этом случае. У нас достаточно исторических источников, чтобы говорить об этих контактах, начиная с древнейших времен. Чечня в грузинских исторических источниках упоминается под названием Дзордзукети. Конечно, обмен этими культурными ценностями был наиболее интенсивным тогда, когда Грузия была представлена на политической карте Кавказа как могущественное государство. Это X и XII века. Как раз с X века было особенно интенсивное распространение грузинской культуры в Чечне и также, конечно, в Ингушетии.